Добрый день, уважаемые друзья. 9 июля сего года исполняется 49 лет Бузургмехру Йорову, таджикскому политическому заключенному, адвокату, общественному деятелю, приговоренному незаконно в ходе 3 судебных процессов на 28 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Это вот уже 5-й его день рождения, который он встречает в застенках. И за это время в его жизни было очень многое. Были угрозы, были шантажи, пытки, многократные незаконные помещения в карцер в качестве наказания, уговоры о подписании обращения о помиловании к лидеру страны, давление на его семью и близких, многочисленные статьи в средствах массовой информации Таджикистана, публикации видеообращений, порочащие его честь и достоинство. Даже были организованы несколько митингов и пикетов у зданий дипломатических корпусов и представительств международных правозащитных организаций в Таджикистане. Была также и болезни. Болезни были, даже был болезнь COVID, но, к счастью, Бузургмех в данное время находится в бодром здравии, и эта болезнь преодолена. Естественно, что очень тяжело человеку, который попал под репрессивный пресс режима, выдержать все это. Что же ему дает силы выдержать все то негативное, которое направлено против него, против его семьи, против его имиджа, против его имени и деловой репутации? Что дает ему сил даже бороться сейчас, находясь в заключении? Я уверен, что это в первую очередь уверенность в своем правоте и надежда на справедливость. Это приверженность Бузургмехра к принципам верховенства закона и, конечно же, без этого не может быть, конечно же, ваша всемирная поддержка. Воспользуясь случаем, хочу от его имени, от имени наших родных и близких, выразить глубокую благодарность всем тем организациям, частным лицам, дипломатам, которые освещают его дело, говорят о его незаконном аресте и требуют от властей Таджикистана немедленного и беспрекословного освобождения Бузургмехра Йорова. Вы делаете очень важную и нужную работу. Большая благодарность вам за то, что вы делаете, за то, что вы тратите свое драгоценное время на это. Официальные власти страны не признают Бузургмехра Йорова политзаключенным. И вообще они не признают в стране наличие политических заключенных. Они не признают решение Комитета Организации Объединенных Наций о неправомерном задержании Бузургмехра Йорова. Не обращают никакого внимания на многочисленные обращения международных правозащитных организаций, правозащитников и даже на обращения дипломатических корпусов. На всякие указания на ошибки, упущения, отходы от норм уголовного права и уголовного процесса власти вообще не отвечают или отвечают невнятно общими словами. То есть они не могут доказать свою правоту по делу Бузургмехра Йорова. В данном моем обращении я считаю достаточным привести только один пример незаконности его ареста и приговора. 6 октября 2016 года Бузургмехр Йоров был приговорен к 23 годам лишения свободы. Председательствующим в данной судебной коллегии был судья Обохонзода. Народными заседателями Гаюрова и Каримзода. Народные заседатели – это те лица, которые, полномочия которых приравнены к полномочиям судьи. Государственное обвинение поддерживал прокурор Тагдирзода. Данные лица не имели никакого законного основания участвовать в ходе уголовного судопроизводства в отношении Бузургмехра Йорова, так как ко времени вынесения ими приговора они были участниками другого уголовного производства в отношении Бузургмехра Йорова в качестве потерпевших. За 8 дней до вынесения приговора, напомню, что приговор был вынесен 6 октября, за 8 дней до вынесения приговора, то есть 28 сентября 2016 года, судья Бобохонзода, народные заседатели Гаюрова, Каримзода, а также прокурор Тагдирзода якобы были оскорблены в ходе судебного заседания Бузургмехром Йоровым. По инициативе Тагдирзода было возбуждено новое, уже второе по счету уголовное дело в отношении Бузургмехра Йорова по статьям 330 части 1 и 355 части 2 Уголовного кодекса Таджикистана, то есть за оскорбление представителей власти и неуважение к суду.
И, естественно, по данному делу они были признаны потерпевшими. Таким образом, состав суда не имел ни законного, ни морального права выносить приговор в отношении лица, от действий которого они получили моральный ущерб. Суд запросто проигнорировал требования статей 61, 62 и 63 Уголовного процессуального кодекса Таджикистана о необходимости дачи самоотвода. И, будучи уже оскорбленным, обвиняемым приговорил его к 23 годам лишения свободы. И обратите внимание, оскорбленный судья выносит приговор в отношении своего оскорбителя. По данному вопросу все еще власти Таджикистана никому не дали внятного ответа. Как так получилось, что судья потерпевший вносит приговор в отношении своего оскорбителя? Все должностные лица, которые посчитали себя оскорбленными Бузургмехом Йоровым, не имели никакого права дальше участвовать в качестве судей, народных заседателей и государственных обвинителей, так как уже они не были беспристрастными. По закону должен быть сформирован новый состав суда, и все уголовное дело, судебное заседание должно было бы начато заново. Одного этого достаточно, чтобы признать приговор от 6 октября 2016 года незаконным. Не говоря уже о многочисленных нарушениях законодательства по данному делу, о которых мы в дальнейшем и собираемся распространяться, говорить, показывать систематически. Позвольте еще раз выразить вам мою благодарность и почтение за все то, что вы сделали, за все то, что вы делаете и собираетесь сделать для освобождения Бузургмеха Йорова, для освобождения всех таджикских политзаключенных, для верховенства закона в Таджикистане, для торжества законности над анархией и деспотией в нашей стране. Я уверен, что совместными усилиями мы добьемся скорейшего освобождения Бузургмеха Йорова и других таджикских политзаключенных.